Каждый год вузы выпускают квалифицированные кадры, и если в советское время работа находилась для каждого и по способностям, то нынешняя ситуация на рынке труда заставляет основательно задуматься, в какой сфере ты можешь себя реализовать. Джамбулат Халухаев – будущий финансист, уже сейчас министр экономики молодежного правительства, пока перспективный студент выбирает не работу, а учебу. Я пытался устроиться на работу, проходил несколько собеседований. На одном из этих собеседований меня взяли на работу. Мне не получилось совмещать, скажем так, и эти должности, скажем так. В регионе для снижения уровня безработицы существуют программы содействия занятости. Ярмарка вакансий – одна из самых популярных. На площадке, организованной Министерством труда, работодатели встречаются с потенциальными подчиненными. Работу можно найти как в регионе, так и за ее пределами, благодаря технологии Skype. На сегодняшний день мы трудоустраиваем безработных граждан в соответствии с этой программой содействия занятости населения. И тем не менее, на сегодняшний день трудоустроены около 700 человек с начала этого года. Ну, в том числе и временные работы, и общественные работы, и трудоустроены на вакантные рабочие места, предоставляемые работодателями республики. Сегодня банк вакансий состоит из 340 рабочих мест, которые обновляются каждый месяц. Вслед за строящимися соцобъектами обновляется и список необходимых навыков. Медучреждения нуждаются в врачах узкого профиля. Школы в учителях английского, не последнее место занимают и сварщики со строителями. Есть и много другие вакансии, сварщики, газосварщики тоже, которые требуются конкретный уровень квалификации в этом направлении. И, естественно, хотя они зачастую заполняются, вот такие вакансии, вот имеется в виду профессиональные вакансии заполняются, но, тем не менее, их поступает от разных предприятий, от частных предприятий и так далее. На замену популярным в советское время сезонным работам, где любой студент мог заработать себе наличные путем сбора картофеля, теперь за символическую сумму можно заняться общественными работами, заодно и помочь облагородить родные места. И эта деятельность направлена на то, что вот наши студенты участвуют в летний период в стройотрядах. Это и девушки, и мальчики. В основном мы знаем, что это по строительным будут заниматься мальчики. Это строительство каких-то объектов. Сказать, какую специальность стоит выбирать абитуриентам, эксперты не решаются. Векторы на рынке смещаются слишком быстро. Но местные университеты уже придумали, как бороться с безработицей. Преподаватели направляют энергию своих подопечных в клубы индивидуальных предпринимателей. Направляем на то, чтобы по окончанию вуза они могли себя реализовать на рынке труда, не только устроившись там какое-то госучреждение или коммерческое учреждение, чтобы они могли создать свой бизнес, построить свой бизнес и даже предложить рабочие места другим людям. Не последнее место в списке ищущих работы занимают люди с ограниченными возможностями. Для них также созданы различные программы. Это инвалиды второй и третьей группы. Им нужно представить программу реабилитации, после чего они получают статус безработного. Правительство оказывает содействие работодателям, организовывающим рабочие места для инвалидов. Вообще по программе у нас позапрошлом году, кажется, было трудоустроено 6 колясочников. Ну, там вопрос шел такой, что работодатели стимулировали, то есть возмещали его затраты на создание рабочего места, оснащенного рабочего места для инвалида-колясочника. Решение проблем безработицы требует комплексного подхода. Уже в июле Министерство труда совместно с правительством организует внушительную ярмарку вакансий с самым большим количеством участников. Зульфия Мислаурова, Рахман Суров, Новости 24.